Начало акции «Молодежь против наркотиков» положила научно-практическая конференция, посвященная Дню российской молодежи и Всемирному дню борьбы с наркотиками, которая прошла 27 июня в актовом зале Башкирского государственного медицинского университета. Принимавшие на ней участие специалисты города и республики по вопросам профилактики и лечения наркомании, а также представители социально-профилактических центров и медицинских учреждений ознакомили присутствующих с динамикой наркологической ситуации в городе и в республике. В настоящее время в городе Уфе ситуация складывается таким образом, что на официальном наркологическом учете у нас в городском наркологическом диспансере состоит более 24,5 тысяч человек с алкогольной и наркотической зависимостью. С чисто наркотической зависимостью наркоманов, потребителей наркотиков более 2000. Чтобы представить себе реальные цифры, людей, нуждающихся в помощи врача от наркотиков, от потребления наркотиков, надо умножить эти цифры в 15-17 раз. Смерть, жизнь наркомана равняется примерно в среднем 4-5 лет. В среднем один наркоман в год заражает, приобщает к наркотику более 10-15 человек. Представляя подобную цепную реакцию, можно заглянуть в будущее и увидеть, что молодежи у нас в скором времени не останется. Участники конференции призвали усилить внимание общественности через средства массовой информации к проблемам наркотизации в подростково-молодежной среде и активизировать пропаганду здорового образа жизни. Продолжением акции «Молодежь против наркотиков», кстати, организованной Управлением по делам молодежи администрации города Уфы и Госкомитетом Республики Башкортостан по молодежной политике, стало шествие молодежи, школьников и студентов от здания Башкирского государственного медицинского университета по центральным улицам, где к марширующим примкнули все, кто хотел сказать свое решительное «нет» наркотикам. Кульминацией марша молодежи стал митинг «Мы выбираем жизнь», по окончании которого начался концерт. Это было грандиозное зрелище, вобравшее в себя весь свет творческого потенциала нашей столицы. Айрат Гаянов, Артем Талицкий, группы «Ант», «Люмин», «Виа Чапа», «Фанки Голоса» и, конечно же, БТР. Фальшь ненавидел, зло клеймил, общался в основном с природой, лес девственный боготворил. Эта акция не последняя в цепочке мероприятий, посвященных Году молодежи в Республике Башкортостан. Управлениями по делам молодежи нашего города и республики планируется еще много широкомасштабных акций и мероприятий, направленных на решение всесторонних проблем молодежи.